Ҳаҭыр зқәаҳҭели хәаԥшцәа, дырҩегьых хәылбзиақәа, иацаҳҵоит ишиашоу ҳаефирқәа, уажәы аамҭа рымоуп Аҟәатәи, Аабатәи алхырҭатә ҭыԥхада акандидатцәа. Иҳаҩсыз ахәышықәсазы ари аҭыԥхада хаҭарнакра азиуан Заур Иазачба. Иахьазы ара иқәгылоуп фҩык акандидатцәа, урҭ рахьтә ԥшьҩык ҳастудиа иаҭоуп. Бзиала шәаабеит. Аԥсуа алфавит инақәыршәаны уажәы ахәаԥшҩцәа шәыцсырдыруеит. Абыхәба Ахра Иуан-иԥа, занатла ҭоурыхҭҵааҩуп. Аԥсны аспорт зыҽаԥсазтәыз ааӡаҩҳәа ахьӡ ианашьоуп. Каратэаҿы адунеи чемпионра ҩынтә игахьеит, ианашьоуп ахәбатәи Адан. Аԥсны каратэ-до афедерациа дыпрезидентуп. Иахьазы шәҩык инареиҳаны аҵаҩцәа имоуп. Аԥсны Џьынџьтәылатәи еибашьра дыветерануп, арода командирс дыҟан. Арратә чинла дмаиоруп. Аполитикатә партиа Аԥсны Жәлар Ракзаара афорум аҟынтәи кандидатс дықәыргылоуп. Агрба Гудиса Едуард-иԥа, аҭоурыхи азинҭҵааҩи ҳәа азанааҭ имоуп. Аус иуан Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иусбарҭаҟны аинформациа аналитикатә ҟәшаҿы анаҩс ауаажәлар аполитикатә ҿиаразы асектор еиҳабыс. Далхын Аҟәатәи ақалақьтә аизара депутатс. Аҿареи аспорти русқәа рзы аҳәынҭқарратә еилакы хантәаҩи ихаҭыԥуаҩс дыҟан. Аполитикатә партиа амцахара аҟынтәи кандидатс дықәыргылоуп. Кьышьмариа Асҭамыр Ингиштер-иԥа, жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәа дрспециалиступ. Далгеит Стамбултәи аҳәынҭқарратә университет, еиҭагаҩыс аус иуан Стамбултәи експоцентр аҿы, анаҩс адоуантураҿы аекскурсиа мҩаԥгаҩыс. Амагистр программала жәларбжьаратәи економикатә аизыҟазаашьақәа Стамбултәи аҳәынҭқарратә университет дадкылоуп. Џьапу Ҭенгиз Шьоҭа-иԥа, декономиступ занааҭла. Аԥсуа аҳәынҭқарратә университет амилаҭтә економика акафедраҿы уажәраанӡа рҵаҩыс дыҟан. Уи инамаданы аҳәынҭқарратә аҳазалхратә еилакаҿы аус иуан. Иахьазы диагоуп уи аилакы аҳаиртә транспорт агәаҭара азызуа аҟәшахьы. Аполитикатә партиа Аинар хантәаҩыс дыҟоуп. Иара уи апартиа аҟынтәи кандидатс алхрақәа рҿы дықәыргылоуп. Акыр иаԥсоу ҳкандидатцәа ҳдырраҭара актәи ахәҭа инамаданы шәара досу-досу ишәымоуп ҩба минутк ҳалхаҩцәа рахь шәхы рханы ишәҳәаршәылшот шәызцо хықәкыс ишәымоу апарламент аҿы. Ахра Иуан-иԥа, шәара шәылаҳалагоит. Иҭабуп, хәлыбзиақәа аҩызцәа, хәлыбзиақәа алхаҩцәа, ҳауаажәлар зегьы абзиара ирзеиӷьасшьоит, аха жәак убри налаҵангьы сҳәарц сҭахуп, абри жәаханы 1% иахьа Аабатәи округ аҷкәынцәа зегьы ҳаидгылоуп иахьыҟоу аԥсшәа ззеилымкаауа. Даара имаҷӡам, убри аҟнытә шәақәак урысшәалагьы ааԥхьара ҟасҵар сҭахуп. Уважаемые соотечественники, дорогие избиратели, прошло 25 лет с момента, когда мы приобрели возможность избирать свой парламент. С огромным уважением к первому так называемому «золотому созыву», который создавался в неимоверных условиях грузинского пресса, прошел войну, был как единый организм, который работал на победу. Потом была разруха, блокада, и весь народ как мог старался выжить и быть полезным своей стране. Не чувствовалось той огромной разницы в обществе, не было деления людей на очень богатых и бедных, и разделенных по национальному признаку. Было дурным тоном сказать «я воевал». Видимо, свежо было в памяти, какой ценой нам досталась возможность выбирать достойных представителей в высший законодательный орган нашей страны. Сегодня есть много путей и видений решения наших насущных проблем. Но в первую очередь, мне кажется, что мы растрачиваем себя больше не на реальные дела и достижения, а на желание во что бы то ни стало находиться в рядах политических элит нашей страны, причем без особых убеждений и часто совершая рокировки. С огромным уважением, дорогие избиратели, призываю вас не отстраняться, а принять взвешенное, беспристрастное решение при выборе своего кандидата. Ваш выбор определит тот путь, по которому мы пойдем и как будем строить вместе наш общий дом под названием Апсны. Тәуіп Идудзена, Гудис Эдуард-иԥа, минутка шәымоуп. Хәлыбзиа ҳаҭырсқәа ателехәаԥшцәа, хәлыбзиа ҳаҭырсқәа ҳалхаҩцәа, иаҳдыруеит иаша шәасҳәап, шәҳарааԥсеит, шәеилазгеит сҳәаргьы иашаӡам, аха даара ирацәоуп еиццәажәарақәа цо, аха агәкаҳара аҳамҵароуп ааԥсара
Ахамцароб, Избанзар, я его опроцесква, вы уртир хнарбот, хушукса, ихзейпшу аусура, ойца сишатаху. Сатама за ахрей шихазепш, дарей рацоб, хукругач, абшфез махаво, брякон, азин сыфтозар, жоквак, русфел исход. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я честно вам скажу, я не готовился к сегодняшнему эфиру, я не принес никаких бумажек, в силу того, что готовиться в принципе не к чему. Все мы это знаем, все наши проблемы, все наши заботы. Мы знаем все, с чем сталкиваются простые люди. Мы живем вместе с вами, живем среди вас. И, на мой взгляд, от красивых, долгих слов все мы можем говорить очень много, долго и красиво, но, на мой взгляд, от красивых слов уже пора приступать к конкретным делам и просто молча работать. Уважаемые избиратели, у меня есть конкретная программа. Я знаю, куда я иду. Я осознаю всю ответственность, которая возлагается на меня в случае моего избрания. И хочу вам сказать по-мужски, не как кандидат в депутаты, а как мужчина, который носит брюки. За то, что я говорю и делаю, я буду отвечать перед вами как мужчина. Если я чего-то не могу, я открыто вам буду говорить, что я этого не могу, сил моих не хватает. И на мой взгляд, вот здесь вот есть кандидаты, еще не все тут присутствуют, это все достойные люди. Я могу смело сказать, что я спокоен за наш округ, вне зависимости от того, кого изберут в округе номер 8 на Маяке. Я думаю, каждый из этих кандидатов достойно представит вас в парламенте. Здравствуйте, дорогие избиратели, здравствуйте, дорогие кандидаты. Для начала хочу пожелать удачи всем кандидатам в предстоящих выборах и попросить наших избирателей, чтобы в день выборов они явились и исполнили свой гражданский долг. Я являюсь независимым кандидатом и в случае избрания своего буду представлять не партийные либо корпоративные интересы, а исключительно интересы нашего народа. Хочу высказаться по поводу механизма отзыва депутата, в случае, если он не будет оправдывать доверие избравшего его населения. Депутат является голосом народа, и поэтому народ должен знать, помимо императивного мандата, я считаю, что у народа есть право знать, за какие законопроекты голосует их избранник. Напоследок хочу подчеркнуть, что порядок в государстве начинается с каждого двора. Я намерен в случае своего избрания прислушиваться к мнению всех жителей нашего района. В особенности буду рад, если мои, так сказать, временные коллеги, кандидаты в депутатов, будут в консультативной форме обсуждать со мной те или иные законодательные инициативы. Моя цель в том, чтобы отражать мнение нашего района и всего абхазского народа в вопросах, связанных с дальнейшей судьбой нашего государства. Если бумажка это минус, я извиняюсь, так как нет такого большого опыта перед выступлением на телевидении или на камере. Спасибо. Ну что вы, спасибо большое. Тенгиз Шотепа. Дорогие соотечественники, дорогие избиратели, наша страна переживает один из сложных периодов своей истории. Глубокий системный кризис государства, который развивался в течение многих лет, дошел до определенной черты, после которого нужно принимать решительные меры. Я представляю партию, молодую партию Айнар. Мы отправляем в парламент новую команду политиков и хотим взять на себя ответственность, продолжить дело строительства независимого и суверенного государства. У нас есть четко разработанная программа. Мы впервые в истории политической жизни нашей страны предлагаем нашему обществу программу действий на 1 год. В начале года мы формулируем основные цели и задачи, к концу года готовы отчитываться перед нашим народом о тех результатах, которые мы достигли в парламенте. Наша программа предусматривает реформирование самого парламента, наращивание его полномочий и возвращение уважения к нему народу. Мы предполагаем укрепить институты власти, вести борьбу с коррупцией, подготовить страну к предстоящим экономическим и политическим реформам. Мы молодая команда, мы очень надеемся на поддержку нашего народа, мы верим в наш народ, как и верим в ту идею,
которая зародилась в предвоенные годы в идею строительства современного, независимого и суверенного государства. Спасибо вам большое. Спасибо большое, друзья. На этом вводная часть нашей программы завершена, и мы переходим к основной части. Мы в прямом эфире работаем, и, уважаемые кандидаты, в этой части нашего прямого эфира вы имеете возможность выбрать какой-нибудь вопрос и тему актуальную, которая вот попадется. Давайте. Можете посмотреть. Предпосылки формирования среднего класса Абхазии. Насколько я знаю, по-моему, первый раз у нас эта тема попадается. Кто-нибудь, может, хочет начать? У кого-нибудь есть идеи? Апсуа Айглор Жютмята Ахас. Ри Атавадра Амтаги. Атавадри Амстаре Рамтага. Угала Шозар Анхаве. Да, при Штугас Даан. Перейду немножечко на русский язык. И те старинные традиции, когда слово «анхаве» даже перевести можно жить как «свободный житель». То есть человек, который свободен изначально. И то новое, со временем к нам также пришедшее сюда понимание, когда появились князья, когда у нас был Ах великий, и понятие талычества, оно существовало с давних времен, потому что примером подражания и проживание по-абхазски был всегда крестьянин, Апсванхаве. Сегодня, к сожалению, мы потихонечку ушли от этих ценностей и традиций, только потому что, можно очень... Ахр Иванович, можно все-таки о формировании среднего класса? Средний класс. Средний класс – это то, что сегодня будет делать нашу страну крепкой, сильной и красивой. Его, я, может быть, немножко грубо говорю, но у нас его сегодня нет. Как раз в вступительной своей речи я говорил об этом, что средний класс – это понимание, в моем понимании, это те люди, которые должны жить сегодня в достатке, должны иметь возможность воспитывать своих детей, давать им, хотя бы, скажем так, образование, достойное нашей страны. И в этом смысле, к сожалению, расслоение нашего общества произошло неминуемо по объективным и субъективным причинам. И мне кажется, все те программы, которые здесь звучат, если они будут выполнены, это будет возрождение среднего класса. Средним классом сегодня сильна Европа, весь мир. Если коротко. Каковы предпосылки увеличения доли среднего класса? Вообще формирование, развитие среднего класса, так сформулирован тот наш билет, который мы подняли. Да. На мой взгляд, этот вопрос нужно рассматривать, скорее всего, в контексте экономического развития нашей страны. В силу того, что люди должны зарабатывать достойно, люди должны иметь возможность кормить свои семьи, вставать на ноги, воспитывать своих детей. Мы это все понимаем. Если же говорить в целом об экономическом устройстве, приоритетами нашего экономического развития страны мы понимаем, это во многих программах наших кандидатов и в президенты, и я сейчас изучаю программные заявления многих кандидатов в парламент. Там основные приоритеты, сельское хозяйство, туризм и так далее. Это все понятно. Но самое главное, базовыми условиями для развития среднего класса является создание условий для простых людей, которые занимаются малым бизнесом, средним бизнесом. К сожалению, у нас крупного бизнеса нет, у нас больших производств нет, за исключением нескольких курортных объектов, либо сотовых компаний. Спасибо им большое, они действительно трудоустраивают значительное количество наших граждан. Но, тем не менее, нужно, на мой взгляд, для формирования и развития среднего класса, нужно оказать поддержку и содействовать в том, чтобы именно предприниматели малого и среднего бизнеса могли достойно зарабатывать. Для этого, на мой взгляд, в первую очередь нужно предусмотреть целый ряд льгот. Например, я просто приведу в качестве примера. Если просто индивидуальный предприниматель, либо человек, у которого есть фирма,
занимается небольшим бизнесом, кто-то торгует на рынке, у кого-то магазинчик, кто-то занимается рекламной деятельностью. Нужно, я думаю, пересмотреть количество налогов. Вот, допустим, если человек занимается рекламной деятельностью, просто индивидуальный предприниматель, он платит 12 видов налогов. На мой взгляд, нужно пересмотреть это. Более того, на мой взгляд, обязательно нужно предусмотреть льготы для людей, которые занимаются производством и сельским хозяйством. Есть молодые люди, я очень со многими знаком, у которых небольшое производство, кто-то блоки производит, кто-то строительные материалы, чем-то занимаются. Вот именно приоритет на производство и сельское хозяйство. Для таких людей нужно предусматривать льготы. И, на мой взгляд, пересмотреть, допустим, посмотреть как-то иначе на налог на добавленную стоимость. На мой взгляд, нужно предоставлять людям льготы. Более того, те предприниматели, молодым предпринимателям, которые имеют более 3 детей, многодетным семьям. То есть, на мой взгляд, нужно пересматривать и в ближайшее время, в ближайший период просто пересмотреть эти все вопросы и оказать содействие в том, чтобы дать возможность немного представителям малого и среднего бизнеса задышать, дать возможность заработать. Спасибо большое, Гудиса. Гудиса считает, что один из важнейших факторов – это налоговая политика, изменения. И что вы думаете? Для формирования среднего класса и, естественно, среднего бизнеса тоже. Если вы позволите, сам вопрос, честно говоря, звучит несколько размыто. На процесс формирования среднего класса влияет огромное количество факторов. Это экономические, социальные, это вопросы правопорядка. И не обязательно изменение налоговой политики может привести к улучшению социально-экономической жизни и благополучия общества. К сожалению, последние годы в нашей стране мы испытываем глубокий экономический кризис, который разразился в самой России, он спроецировался на Абхазию, и многие представители нашего населения, которые имели достаточно хорошие доходы, объемы их доходов упали, уровень инфляции съел потребительские возможности, и, фактически ресурсы, потенциал этих людей значительно снизился, чем в прошлые годы. Что необходимо сделать государству для того, чтобы улучшить эту ситуацию? Там необходимо в любом случае реализовать комплекс проблем и в области здравоохранения, и в области социальных гарантий, и создавать новые рабочие места. Там нужна обширная и экономическая, и социальная политика. Необходимо обеспечивать правопорядок в стране, потому что безопасность является самым важнейшим фактором до благополучия, что интересует людей. В общем, это очень сложный вопрос. И какую бы сферу деятельности мы не затронули в нашей жизни, все они влияют на формирование среднего класса. Безусловно, то, что средний класс является основой, фундаментом любого государства, и чем он крепче, чем он шире, тем проще и легче развивается сама страна. Еще один очень важный фактор, который также влияет на развитие среднего класса, это политическая нестабильность внутри страны, постоянные различного рода политические катаклизмы. Которые, к сожалению, не на созидание, а наоборот, лишают людей надежды, уверенности в завтрашний день. Это также достаточно серьезно влияет на... Спасибо. Спасибо большое. Я хочу молодому человеку тоже дать высказаться. Что касается среднего класса, как его формировать? Понятное дело, что напрямую имеет отношение экономика. В любом случае, экономика, стабильная экономика в государстве должна быть для того, чтобы формировался этот средний класс. Средний класс состоит из людей, которые не думают о завтрашнем дне, которые имеют определенные доходы, на которые могут опереться. При этом, конечно же, льготы, все возможные льготы, которые позволяют людям получать страховку элементарно по здоровью и всех остальных таких моментов, которые не заставляют, не вынуждают людей думать о завтрашнем дне. То есть формировать средний класс нужно напрямую опираться на экономику. Если экономика в стране нестабильная, мы не можем предложить ничего для того, чтобы формировать этот средний класс. То есть так, мой ответ такой. Спасибо большое. Если у вас, может, что-то хотите, если вы добавить именно по этому вопросу, мы можем еще один вопрос попробовать. Все-таки, мне кажется, это не так. Астамур, по-моему, ваша прерогатива сегодня. Что у нас еще там? Что-то интересное?
Отлично. Вы знаете, я вообще вот этот вопрос хотела поднять для вас, если он не попадется, думала вот как-то от себя этот вопрос тоже поднять. Это здесь сейчас мы поговорим с вами о парламенте, вообще как о ветви власти. Ну, так как сегодня здесь у нас большинство кандидатов представлены именно партиями, я думаю, как раз-таки эта тема будет интересна. Вообще, как вот вы оцениваете существующую структуру парламента? Тенгиз, пожалуйста. Если вы позволите, парламент действительно является самым важным органом, одним из самых важнейших органов в системе власти. Фактически через парламент осуществляется народовластие в стране. Что касается самой структуры парламента и, значит, его полномочий, мне кажется, последние годы у нас сложилась такая ситуация, что парламент несколько самоотстранился от процесса государственного строительства, недостаточно активно влияет на общественно-политическую ситуацию в стране. Не видно, что у парламента есть какой-то такой потенциал, который может в какой-то момент серьезно сгладить острые углы, когда возникают политические катаклизмы внутри государства. Последние события 15 декабря парламент активно работал, если вы помните, он вел переговоры, но вот единственное, что его функция, в чем она заключалась, он выступал в качестве просто посредника. Да, вот это плохо. У нас... Подожди, а я не поняла, чего вы хотели тогда от парламента в этой ситуации? Парламент должен обладать достаточно высоким авторитетом. Серьезным авторитетом. Мнение парламента должно иметь более весомое значение для любой политической силы. Потому что события последних лет, которые происходят в Абхазии, когда какая-то политическая сила, одна или другая, начинает спекулировать ситуацией, и дестабилизирует ситуацию внутри общества, это не совсем нормально. И для этого существуют институты государственной власти, чтобы они активно влияли на эти процессы и сдерживали их. На наш взгляд, у парламента... Но все-таки в тот момент накал спал. Это все-таки результат был тот, который необходим результат был. Мы наблюдали эту ситуацию изнутри, и насколько вот я видел, единственное, что удалось парламенту, выполнить функцию в качестве посредника. То есть... силы уже... Я думаю, там был определенный консенсус, к которому пришли, значит, разные политические партии. Там консенсус, там консенсус был, но роль парламента, если вы позволите, роль парламента носила, на мой взгляд, несколько пассивный характер. И еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Парламент является законотворческим органом, он, значит, формирует законодательную базу нашего государства, но мы, значит, считаем, что он в недостаточной степени контролирует сам процесс выполнения этих законов. По этой причине мы уже предлагаем в своей программе, значит, подчинить Генеральную прокуратуру парламенту страны. Сама прокуратура, помимо предварительного расследования, она осуществляет еще надзорные функции. Очень важно, чтобы после принятия законов парламент имел возможность контролировать исполнение этих законов. Понятно. Ахра, вы хотели что-то возразить? Можно я вам слово дам? Это не возражение, это немножко, как бы, можно сказать, даже недоумение. На самом деле вы были на стадии, заглянули в бездну, можно сказать, и тем не менее все-таки нашлись вы про декабрьские события, парламентарии, которые вывели нас из этого положения, из этой ситуации. Я от души им благодарен в этом смысле. Ну, а по поводу надзора и по поводу тех законов, которые должны потом исполняться, ну, я как профессиональный спортсмен скажу вам, что тот закон о спорте, который имел место быть недавно, и я до сих пор даже не понял, в каком чтении, в первом, втором или третьем его приняли, и с кем вообще проводились консультации из тех людей, которые из мира спорта. Ну, я скажу так, это закон ради закона. То есть он в том виде, в котором он принят, он никогда не будет работать. Это мысль моя как бы о чем? То есть прежде чем говорить о том, чтобы расширить функции парламента, мне кажется, еще надо самому парламенту реально, как ты сказал, Тенгиз, не отрываться от народа, и создавая законы, эти законы должны ориентированы быть непосредственно на проблемы и на чаяния людей. Вот это так. Про законы. А вообще сама структура парламента, вот что бы вам хотелось изменить? Ну, вообще считаете ли вы, что что-то надо менять? Ну, читая Конституцию, да, наш высший закон, я понимаю, что это замечательный документ. Я думаю, все гораздо проще. Просто это все надо исполнять. И то, что сегодня в парламенте есть люди, просто ангажированные определенными партийными силами или определенными течениями, политическими и неполитическими тоже,
Ну, люди все видят. Люди все видят, они ждут изменений и просто честного подхода к своим делам. Гудиса, пожалуйста. Ну, вопрос, в принципе, неплохо сформулирован по поводу структурного состава там, и в целом парламента. Ну, сейчас рассказывать, это наши телезрители все грамотные, образованные, что такое парламент, что это законодательная ветвь власти, мы об этом говорить не будем. Если главная наша проблема – это качественный состав самого парламента. Так. Если же говорить, ну, очень много обсуждалось о том, ну, сейчас вы говорили о сложных процессах. Ну, за историю Абхазии, даже послевоенную, очень много сложных процессов было. И состав парламента, он был разным, и они активную роль сыграли во многих сложных внутриполитических вопросах. Но в этом контексте, вот именно вот под таким углом, мне не хотелось бы рассматривать в целом работу парламента. На мой взгляд, вне зависимости от структуры, какая она будет, очень много дискуссий было по поводу количественного состава депутатов, там, как бы изменить, там, внести какие-то коррективы, реформы. На мой взгляд, какая бы реформа ни была, как бы структуру ни поменяй, то есть работают живые люди. То есть от качества их работы, неважно, какое количество будет, неважно, какая структура внутренняя парламента будет. Если Ахра не будет работать, если я не буду работать добросовестно, то, как говорится, смысла формировать новые структуры никакого нет. Вот, допустим, стал вопрос, мы общались с нашими депутатами на разных уровнях. Как добиться вот этого качественного состава парламента? Скажу, на мой взгляд, самое главное, нужно в первую очередь, я убежден в этом, нужно, чтобы ответственность депутата перед своими избирателями, она была более твердой. Самое главное, вот допустим, вот я просто хотел бы привести пример. Допустим, закон об образовании. Вот я слушал некоторых кандидатов в депутаты, они так смело все выступают, нужно вносить реформу, внеси изменения в закон об образовании. То есть эти люди даже не знают, что нет закона. Допустим, что мешало за столько лет послевоенных принять закон об образовании? Моя, например, твердая позиция в том, что образование и медицина должны быть у нас бесплатными. Но вопрос в другом, как это сделать, все вместе мы должны думать. Более того, 2 секунды, более того, если говорить о более активной работе депутатов, очень много обсуждается о том, как бы снять с них побольше полномочий. Неприкосновенность депутата снять, ну, вы знаете, говорить популистские слова, вот сейчас вот нужно снять неприкосновенность, все ради народа. Есть ряд вопросов государственной важности, бывают и закрытые заседания, бывают и секретные принятия документов. По поводу неприкосновенности не знаю, но по поводу того, чтобы приравнять пенсии депутатов к пенсионерам обычным, чтобы они осознали всю, как говорится, всю ответственность, то, я думаю, и пенсии для пенсионеров тоже повысились бы. Сегодня мы знаем, что депутат парламента, допустим, прошлого созыва, нынешний пенсионер, он получает пенсию, равную зарплате нынешнего депутата. На мой взгляд, нужно приравнять, ничего не нужно, никаких привилегий. Ну а в чем провинилась именно законодательная власть? Почему тогда не приравнять и судей тоже к обычным простым гражданам? Астамур, вот вы что думаете в этом? Я думаю, моя вообще мысль, моя идея, мое мнение по поводу парламента как органа власти, как ветвь власти законодательной. Но на сегодняшний день мы в выборах парламентских, и все мы прекрасно знаем, что участвует в нем вся страна. То есть это ничем по регламенту не слабее выборы, чем президентские выборы. 35 депутатов, которые имеют такое же влияние, как и президент. Говоря о том, что парламент ослаб, да, на самом деле это так, парламент ослаб. Почему? Объясню почему. Во-первых, неприкосновенность, она дает, конечно же, неприкосновенность депутату, но это должно быть. Независимость депутатов, да. Депутат парламента, мало того, что неприкосновенен, он на протяжении 5 лет может беспрекословно исполнять свои обязанности. Правильно, если он исполняет их? Я почему в моей программе говорится о механизме отзыва депутата. Это должно быть, на мой взгляд, потому что народ, выбирающий депутата, также должен отозвать в случае его некомпетентности. Это нужно, потому что все мы прекрасно знаем, что много таких депутатов, которые на протяжении 5 лет, не знаю, богатеют, но при этом и руки до них не доходят, как говорится. Правильно же?
Такое есть на самом деле. Что касается неприкосновенности, неприкосновенность у депутата должна быть. Она есть во всех странах мира. Я договорю, пожалуйста, секундочку. Вот, неприкосновенность быть должна, потому что много всяких факторов, которые могут повлиять на работу, на работу депутата парламента. Депутат парламента должен не переживать и должен высказывать свою точку зрения открыто, ясно, не боясь того, что кто-то с большими деньгами или какие-то структуры могут помешать ему в работе. Понятно. Вот раз Астамур уже заговорил о процедуре отзыва депутата, вообще что вы думаете об так называемом императивном мандате, Тенгиз? Вот это, считаете ли вы, что это палка о двух концах? Ну, вот я хотел еще вот один момент добавить, прежде чем я об этом скажу, насчет качества наполнения парламента. Вы подняли вопрос. Ну, чтобы мы понимали, что формирование добросовестного парламента, ответственного парламента во многом зависит от нас с вами. Потому что в день выборов именно мы определяем, какой состав парламента будет. И если мы, к сожалению, недобросовестно, не совсем ответственно подходим к процессу, к своему реализации своего избирательного права, мы не идем на выборы, или мы идем на выборы и голосуем только за своих родственников, или мы голосуем за то, что у нас там отремонтировали дорогу, повесили фонари, или еще что-то, мы получаем тот парламент, который мы выбрали. То есть определенная степень вины за не совсем эффективную деятельность нашего парламента несем прежде всего мы сами, избиратели. Поэтому очень важно, прежде чем отдать свой голос, очень важно подумать, принять именно правильное решение. Что касается отзыва депутата парламента, введение так называемого императивного мандата, то, честно говоря, сам правовой механизм реализации достаточно сложный, существует в нескольких, только, по-моему, в 3 странах мира и нигде практически не применялся. Это можно ввести, разработать сам механизм тоже можно, но я сомневаюсь, что он будет применим в Абхазии. Единственное, что он сделает, он хоть какое-то чувство ответственности вернет депутатам парламента. Что касается неприкосновенности, то я считаю вполне нормальным какую-то часть неприкосновенности, какую-то часть полномочий у депутатов парламента убрать. Потому что это комплекс прав, которыми они обладают, и достаточно широкие права. Они фактически в какой-то степени выводят депутата парламента вообще из-под юрисдикции государства. Какие-то, например, полномочия можно оставить, какие-то вернуть. Вот такая позиция у меня по этому вопросу. Друзья, по поводу ответственности, я извиняюсь, значит, по поводу, в принципе, мысль практически найдет параллельно по поводу опасности императивного мандата. Последние политические явления, происходящие в Абхазии, показывают, что, во-первых, процедура, да, вот это, значит, процедура самого императивного процесса. Если говорить о том, что это какой-то документ, составляемый из избирателей, и там условно там 300 или 500 человек подписываются под этим документом и говорят, что вот этот депутат в течение там такого времени или там вообще все 5 лет не работал и ничего не делал, и избирается вновь, это одно. Но когда человек реально работает и приносит пользу, но это не, извините, не в угоду каким-то определенным кругам и лицам, составляющим сегодня какую-то силу политическую, и они просто-напросто могут, грубо говоря, извините, купить тех же 300-500 человек избирателей, которые будут отзывать этого человека, и тот не будет мешать. Да, это уже другая сторона медали, да, понятно. Но все же, мне кажется, этот механизм можно будет проработать до такой степени, чтобы можно было учесть все эти факторы того, что можно и купить. Ну, и, извините меня, и в предвыборной гонке тоже голоса покупаются, так что это палка двух концов. Да. Я думаю, можно проработать такой механизм. Ну, тут вопрос, он не совсем однозначный. На мой взгляд, уважаемые наши избиратели просто должны хорошо думать и осознавать, что в ближайшие 5 лет того человека, кого они выберут, они будут с ним работать. Либо они не будут с ним работать. Он много красиво им скажет, много красивых слов, и потом на ближайшие 5 лет они про него забудут. Нужно думать им самим. А касаемо отзыва, я, например, за отзыв. Единственное, знаете как, чтобы мы не выглядели просто как будто мы разговариваем. Допустим, кто будет принимать решение по тому, чтобы внести в закон изменения о том, чтобы отзывали? Сам парламент? То есть, получается, новый состав парламента? Я готов поддержать эту инициативу. Я думаю, те ребята, мои друзья, которые высказывались за,
вне зависимости от того, кто пройдет туда, поддержит эту идею. А в ближайшее время мы это увидим, осталось не так много времени. Ну, я считаю, это дело времени. Дело времени и своевременности. Хорошо. Друзья, давайте, если опять вернемся вот к качественному составу парламента, да, как его добиться. Вот я хотела вас подвести именно вот к роли партии вообще во всех этих вот политических процессах. Вот, как вы ее оцениваете, роль партии? И то есть стоит ли нам, может быть, чтобы поменять вот количественный состав, там, голосовать по Извините, спискам государство партийным, с огромным историческим прошлым, как Абхазия, но при этом не имея большого опыта в этом смысле, да, вот когда партии, традиции зарождения этих партий, потом работы, потом те же программы, ну, я так понимаю, у нас сегодня уже около 7-8 партий участвуют в выборах. При этом еще не успели зарегистрироваться, я не помню, то ли 4, то ли 5, около 12 партий сегодня есть. Ну, партия рознь. Под партией это большой блок людей, в моем понимании. Это программа и программное видение жизни. Естественно, в первую очередь, для чего создается партия? Для того, чтобы это был блок, который создается для улучшения жизни людей. Вот, но когда партии по принципу вот эти вот лилипутские маленькие партии по 5-6 человек, и потом, значит, соседи, родственники добавились и зарегистрировались в Минюсте. Ну, я считаю, что это просто еще пока все впереди. Вот. А я не знаю, как вы... Ну, ребята, то есть изменит ли, может ли это изменить ситуацию, если вот партийными списками придем в парламент? С инициативщиками, которые на самом деле могут работать, вот очень много ребят сегодня... Ну, может, смешанные же бывают системы. Проблема заключается в том, что мы пока не готовы переходить к партийной системе, потому что у нас, во-первых, сам процесс партийного строительства практически никакой, он, если даже существует, он достаточно медленный. Партии, да, существует там 8 или 10 партий, но большинство партий не имеют внутреннего какого-либо серьезного содержания. Вот эта проблема есть. У нас нет внутренней конкурентной борьбы между политическими партиями. Они не находятся в условиях выживания, там нет жесткого контроля за количеством членов партии, нет жесткого контроля со стороны, в том числе общего общества, за программными документами партии. Так что говорить о партийной системе пока рано, но процесс самого этого строительства партийного партогенеза, он нам необходим, потому что мы должны тоже двигаться вперед. Партии, чем хороши, партии несут ответственность. В данном случае у нас вот 8 кандидатов стоят, и за 8 кандидатов наша партия. И 8 кандидатов, по-моему, от одной партии, да? Да, от одной. Я, как руководитель, тоже несу ответственность за этих кандидатов. Да, в этом смысле проще. Потом эти 8 кандидатов имеют одну линию поведения в парламенте, у них одна позиция по широкому кругу вопросов. Но, однако, пока говорить о том, что мы можем перейти к партийной системе, мы не можем, у нас нет таких возможностей. Это процесс, я думаю, что должен занять несколько лет. Но все-таки, как вы думаете, если, допустим, появятся там какие-то фракции у нас, да, там, ну, приведете, допустим, вы все там 8 человек или сколько там у вас если они будут есть ли в этом риски тоже? Вдруг какая-то большая партия возьмет больше мест. Есть в этом риски? Вот, нет, вполне возможно такое, что со временем политические партии будут преобладать в парламенте, создавать фракции. Но, на мой взгляд, искусственно, вот это очень активно обсуждали недавно вопрос о том, какая система должна быть, может, по партийным спискам, партийная система там выборная и так далее. На мой взгляд, искусственно внедрять вот эти механизмы, на мой взгляд, не надо. Партии сегодня, как бы к ним кто ни относился, кто бы в какой партии ни находился, мы понимаем, что есть несколько критериев оценивания партий. Количественный состав, там, интеллектуальный потенциал, возможность влиять на общественное мнение, сознание. То есть говорить о том, чтобы у нас сегодня есть партии сильные, мощные и так далее, очень сложно. И еще раз я хочу вернуться вот к тому, что я говорил. Партии — это группа единомышленников, которые, как говорится, мыслят одинаково, о государстве заботятся. Но если посмотреть все политические партии, их программные заявления, я всех их изучал, практически никаких особых разногласий между ними нет. Все хотят, чтобы в стране было хорошо, у всех одни, как говорится, цели, но каждый по-разному видит, как говорится, возможности реализации. То есть речь идет о качестве реализации этих задач, а в принципе все одно и то же. И принципиальных, допустим, разногласий по государственному устройству, я скажу прямо, я являюсь представителем партии Амцахара. Ну, на мой взгляд, это политическая партия, она зарегистрирована, но я ее воспринимаю как ветеранскую организацию. Ну, в программе партии Амцахара... она и по сути была ветеранской Нет, если говорить о государственном устройстве, в программе Амцахара озвучено, что
партия Амцахара поддерживает сильную президентскую власть. Ну и есть ряд партий, которые считают, что нужно смешанную систему управления внедрять и так далее. Эти вещи можно обсуждать, но в целом, в остальном, разногласий нет. Все мы хотим, чтобы было хорошо, все мы хотим, чтобы развивалась страна и так далее. Поэтому искусственно вот внедрять механизмы создания партийной системы выборной и так далее, я не думаю. Со временем окрепнут партии, мы со временем сами к этому подойдем и придем. Сегодня я верю людям, верю личности, которая пришла в парламент и несет ответственность за то, что там делает. Можно мне К сожалению, до банального иногда доходит, когда партия – это, в принципе, организация, извините, под одного политического лидера. Когда есть лидер, когда есть опыт, и значит, он начинает, грубо говоря, просто организовывать под себя людей, и это уже становится партией. Ну, а все остальное абсолютно с тобой согласен. Партии бывают разные, конечно, да. Можно мне ответить по этому вопросу? Ну, на мой взгляд, это неуместно в Абхазии, по крайней мере, сейчас. Объясню почему. Я учился в Турецкой Республике, и в Турецкой Республике с 1930 года, если мне не изменяет память, по 70-е годы была одна партия. Впоследствии стало многопартийным государством. Мы тоже помним одну партию. Я, например, еще помню. Вот, стало многопартийным государством. Почему это сделалось? Ну, в Турции, во-первых, живет много восточных национальностей, которые, как мы знаем, враждебные национальности. Турция большая по территории, население Турции 70 миллионов с лишним. То есть там это было бы необходимо, и это, наверное, было правильным решением. Что касается нас, абхазов, абхазцев, все национальности, живущие в Абхазии, учитывая нашу маленькую территорию, учитывая наше маленькое население, я считаю, что много партий или вот введение выборов по партийным спискам здесь неуместно. Почему? Потому что, опять же, никому не в обиду сказано, я уважаю людей, находящихся в той или иной партии, там есть заслуженные люди, нет разговоров. Но что касается веры, что касается национальности, что касается политических предпочтений, я считаю, что в Абхазии у нас, понятное дело, у всех национальностей, у всех партий, у всех членов партии есть желание. Есть желание того, чтобы Абхазия развивалась в нашем русле, в хорошем русле, в правильном. У нас есть опора, наша традиция, наша апсвара. Вот на что нам стоит опираться. Ни в коем случае не на партийные взгляды, не на политические взгляды. Хорошо, друзья, спасибо. Я думаю, мы эту тему все-таки на данный момент исчерпали. Вот у нас в этой основной части есть еще вот такая вот подчасть, где вы можете задать друг другу вопросы. Я надеюсь, вы от этого не откажетесь. Если у вас есть вопросы, то пожалуйста. Ну, у меня только пожелание, я так понимаю, что я самый старший здесь представляю. Нет, нам нужны вопросы. Я думаю, тогда уж лучше вы зададите вопрос. Или, может, мы вытащим еще один. Да. Ну, я не знаю, как вы скажете, но, тем не менее, знаете, как я от вопроса отказался бы. Единственное, что я хотел бы сказать, обратиться к кандидатам, мне не нравится это слово, но к оппонентам своим. Это все достойные кандидаты, с большим уважением к каждому из вас отношусь. Вне зависимости от исхода, у меня к вам просьба. У нас осталось совсем немного времени, буквально 10 дней с небольшим. У меня к вам просьба, давайте сделаем все красиво. А наши избиратели немного подустали тоже от нас. Вне зависимости от того, кто из нас не будет избран, вместе сядем. Есть заботы, связанные с округом. Будем вместе решать. Что-то хорошее, будем вместе радоваться. Вот как-то так. Хорошо, просто друзья, обратиться. Я вас поняла, давайте не будем, это вы сами уже обсудите за рамками нашей программы. Тенгиз, у вас есть вопрос к оппонентам? Нет, у меня нету. Ну, тогда я вас поняла, дебатов у нас не будет. Тогда, если вы мне позволите, тогда можно, давайте. Да, я тогда продолжу наш эфир уже. Вот Астамур, кстати, начал говорить о Турции. Меня это навело на мысль, давайте мы, по-моему, еще ни разу про это не говорили, давайте поговорим о внешней политике. Вот Астамур Алаверды, вам, вы международник, я как раз вот с вас и начну. Давайте, может, оно и вам и ближе. Отношения Абхазии и Турции, вот какие перспективы и проблемы вы видите? Ну, все прекрасно знают, что история Абхазии и Турции, она давнишняя история у нас была... связано с русско-турецкой войной. У нас были два таких насильственных выселения. И Турция, я вам так скажу, по ментальности, турецкий народ и Турция нам чужда немного. По языку, по ментальности, по вероисповеданию, хотя
большое количество абхазов, живущих в Абхазии, мусульмане. Ну, что я хочу сказать по поводу политики. Турция нас не признает, Турция нас не знает вообще. Я учился в Стамбульском государственном университете, и мне, наверное, пришлось несколько тысяч раз называть место, где я живу, где моя родина. То есть я говорил, мне приходилось объяснять так, между Россией и Грузией на побережье Черного моря. То есть вопросы между Турцией и Абхазией – это вопросы, которые не решатся через год, через два. Это очень такие долгие будут у нас с ними вопросы, в любом случае их решить очень трудно. Что касается внешней политики, все мы прекрасно понимаем, что Апсынра маленькая, нас мало, но в Абхазии всегда были такие личности, очень выдающиеся личности. То есть на нашу долю населения маленькое всегда были такие личности, которые во всем мире могли, если бы они родились бы в другом месте, их знал бы весь мир, наверное. У нас есть стратегический друг, это Российская Федерация. Это первое, с кем нужно работать, но при этом отстаивать свои интересы, конечно же, интересы нашего национального характера, интересы наших традиций. То есть мы должны все же стоять на этом. Что касается внешней, в общем политики, нужно работать нам, конечно. У нас просто мы всегда были за занавесом СССРовским, была холодная война, и то есть доступ к Европе и всем остальным государствам у нас был всегда закрыт. И поэтому большая часть мира, наверное, не знает о нашем существовании. Нам нужно, конечно же, очень много труда нам предстоит для того, друзья, чтобы можно мы поговорим уже о взаимоотношениях с нашим восточным соседом тоже? Я понимаю, это щепетильная тема, то есть, то бишь, с Грузией. Какие вы видите все-таки перспективы наших отношений? Если возможно, скажите, пожалуйста, о своем отношении к женевским процессам. Кто? Кудисовый? Если говорить о вопросах внешней политики, знаете как, очень много вопросов, я вам честно скажу, здесь, может, глубоко, здесь экспертов нет, которые во всех областях разбираются, но, тем не менее, есть определенное мнение по различным направлениям, по темам. Если говорить о внешней политике, в первую очередь мы должны осознавать свое геополитическое положение. Законы геополитики еще никто не отменял. Безусловно, нам нужно развиваться, нам нужно добиваться того, чтобы другие страны нас признавали. Сегодня мы находимся в той ситуации непризнанной. Сегодня нас поддерживает активно наш большой сосед, за что нужно быть благодарными. Но, тем не менее, самое главное, мое видение, если нужно развивать связи с диаспорами. У нас есть Госкомитет по репатриации. На мой взгляд, это может быть не совсем принципиально, но тем не менее, на мой взгляд, нужно как-то смотреть шире, помимо проживающих в Сирии, допустим, в Иордании, в Турции наших репатриантов. Во многих странах мира находятся абхазы, проживают. И нужно создавать Госкомитет по работе с диаспорой. На мой взгляд, именно такую структуру нужно сформировать. Что же касается связи с нашими соседями, это вопрос, он для нас давно обозначен. Я думаю, много говорить об этом не стоит. До сих пор, на протяжении стольких лет у нас не подписано соглашение. Если говорить о женевских дискуссиях, безусловно, там это хорошая площадка для того, чтобы озвучивать свою позицию. Там привлечены представители других стран, которые следят за этими процессами. У нас есть возможность на этой площадке отстаивать свои позиции, больше говорить о нас. Но я не думаю, что это именно та площадка, которая приведет к каким-то результативным, нужным для нас дивидендам. В силу того, что на протяжении стольких лет шли эти дискуссии, но это просто дискуссии. Решать нужно иначе. Принципиальное решение должно быть в первую очередь руководство Грузии, в силу того, что мы освободили свою территорию, мы самодостаточное государство, но я думаю, что со временем и у наших соседей придет осознание того, что в конце концов нас нужно признать. Хотя геополитика, я как уже сказал, законы никто не отменял, есть сферы влияния, мы понимаем, что сегодня прекрасно понимаем, что руководство Грузии самостоятельно не принимает решения. Время покажет, но мы должны стоять на своих позициях и максимально, насколько возможно, делать то, чтобы нас услышали во всем мире.
Тенгиз, что вы думаете об в принципе, отношениях с есть Грузией? основные направления внешней политики, которых вот я со многим согласен, о чем говорил Гудиса. Основной вектор развития взаимоотношений у нас с Российской Федерацией. Помимо России есть и республики бывшего Союза, там достаточно есть различные интеграционные объединения, военные блоки. Нам нужно интегрироваться, двигаться именно в этом направлении. Что касается отношений с Грузией, то однозначно каких-либо взаимоотношений с этим государством у нас не может быть до подписания мирного договора. Вот, говорить о какой-то перспективе без этого договора развития отношений не могу, потому что уверен, что вообще какой-либо диалог там с ними невозможен. И Женевские дискуссии – это единственная площадка, которая нам позволяет высказывать свое мнение, но, как показало время, она сама по себе тоже малоэффективна. Вот. Очень важное также направление, конечно же, поддерживать отношения со своей диаспорой. Наша диаспора достаточно многочисленная, находится в Турции, есть и в других регионах Ближнего Востока. Эта диаспора обладает и интеллектуальным, и инвестиционным потенциалом. Нужно более тесное взаимодействие дать, чтобы можно было использовать этот потенциал, полезный потенциал для развития нашего государства. Но, тем не менее, основное направление движение нашей внешней политики должно быть именно в направлении развития партнерства с Российской Федерацией и бывшими республиками Советского Союза. И, конечно же, очень важно начать активный процесс, более активный процесс признания нашего государства другими странами. Вот это очень важно. Ну, я думаю, это информационное поле, на котором мы, к сожалению, очень здорово проигрываем. И я думаю, в этом случае мы должны... Ну, если, скажем так, нет большого опыта у нас, то пользоваться трудами наших друзей, и в том числе и больших друзей. Вы понимаете, о чем я? Говорят о той же турецкой диаспоре. Буквально в позапрошлом году моя федерация принимала участие в чемпионате мира, где участвовало 22 страны. И, скажу так, в связи с той же диаспорой, вроде которой подготавливали здесь в Сухуми, пока мы сами, не приехав туда и не найдя людей, ребят, причем взрослых, очень почтенных наших представителей диаспоры, которые моментально откликнулись на приезд нашей команды, встали рядом с нами. И когда грузинская делегация во главе вице-президента Международной Федерации Каха Басилия, я прям на персоналии перехожу и, зайдя в зал и увидев абхазский флаг, среди 26 стран, а потом не предполагая, что на следующий день эта команда будет в финале, я думаю, просто все-таки надо так же, как мы говорим о каком-то контроле работы и парламента, и исполнительной власти, и судебной власти, просто надо контролировать вот эти комитеты, которые этим занимаются. Вот по поводу внешней политики Радочка сказала, я скажу так, я очень поражен, и мне приятно, что мои ребята, молодые оппоненты так сильны в риторике, но я скажу просто, по тому, что сегодня я уже нажил за эти 20 лет, это и Панамерика, это латинский континент, который вообще не знали, что такое Абхазия, и когда переводчик, почему-то именно русского переводчика нашли они к нам, и псофилатака места, они были очень поражены. Но потом был поражен я, когда узнал, что этот мексиканец учился у нас тогда еще в Грузинском институте сельского хозяйства. То есть вы считаете, что спорт, культура – это вообще это важная, политика, да? Это абсолютная политика чистой воды, причем это у нас в поле, где нас не могут те же душить, те же Женевские конвенции и замечательные друзья Грузии. То есть там они не могут нам мешать. И с огромным прискорбием могу как профессионал в своем деле сказать, что в 2020 году на Олимпиаде в Токио карате признается олимпийским, и когда сегодня функционеры от спорта говорят о том, что восточные единоборства, они не столь важны, они не олимпийские. Друзья, но все-таки вы как раз, Ахра, про это сказали, все-таки выезды, участие наших и спортсменов, и танцоров в различных международных мероприятиях часто блокируются Грузией.
На ваш взгляд, как мы на это реагируем? Вот, вовремя или своевременно, или делаем мы все, что мы Ну, в этом можем? смысле, Рада, извини, мне приходится быть не просто там, президентом федерации, или там, тренером, или старшим инструктором. Это и уровень дипломатии, это и уровень... Ну, я о умения... своей нашей дипломатии говорю, да. Да, потому что поддержки никакой не было. Франция, вот сейчас прошлый ноябрь, это чемпионат мира, опять-таки поехал мы туда, то есть мне полгода пришлось только подготавливать те же шенгенские визы, чтобы мои дети и мои ученики беспрепятственно могли проехать. Хорошо, вот если опять вот возвращаемся, да, вот к отношениям Грузии, потому что в других отношениях ничего, то мне подсказывает, что будет одинаково отвечать. Вот Тенгиз вот говорил о том, чтобы не было никаких отношений с Грузией, а что делать вот с такими ловушками, как медицина и торговля, в которой мы, в принципе, не то что попадаем, мы уже там находимся. Если вы позволите, Да, Тенгиз, вот что вы думаете именно по этому поводу? Ну, у нас оно есть, да? Медицина и торговля есть, да, безусловно, все это присутствует. Но проблема в том, что люди, как правило, пытаются найти решение проблем. Если они не видят решения этих проблем внутри страны, они Абсолютно, да. Вопрос, касающийся медицины, касается жизни и здоровья людей. И в этом случае для многих и жизнь близкого дорога, и жизнь ребенка дорога. И когда люди Но находятся... вы же согласны, что это ловушка все-таки Это, со стороны безусловно, Грузии? ловушка, да. Но и политика Грузии, это она, вы обратите внимание, она принимает этих больных и лечит, и иногда лечит и бесплатно лечит. Значит, мы тоже должны понимать эту ситуацию. Чтобы выйти из этой ловушки, как вы говорите, нам нужно улучшать систему здравоохранения внутри страны. Да. Или перенаправить поток людей не туда, не в Грузию, а в Российскую Федерацию, заключать какие-то соглашения с лечебными учреждениями Российской Федерации, в каком-то льготном порядке лечить наших граждан. А что касается торговли, то действительно процесс... То бишь контрабандой. Да, он существует достаточно давно, он практически существует с момента окончания войны, как эта линия границы перестала быть линией фронта, условно превратилась в государственную границу, поток возник. Это тоже проблема, но эта проблема, понимаете, она настолько сложная проблема, что мы, что бы мы ни предпринимали за последние 23 года, мы предпринимали достаточно радикальные методы решения этой проблемы, ни разу у нас не получалось ее окончательно решить. Потому что мы ее решаем, мы видим только проблему контрабанды, мы не видим проблему, связанную с большим количеством иностранных граждан, в данном случае уже иностранных граждан, на приграничной территории, мы не видим проблему наращивания культурных, социальных, экономических связей этой территории, этих граждан с сопредельной стороной. И чтобы устранить проблему контрабанды, навести порядок на данном участке нашей государственной границы, нам необходимо параллельно с этим и создавать соответствующие условия, чтобы люди не переходили границу, не уходили туда. Можно пойти по пути репрессивных мер, но, честно говоря, практика показала, что у правоохранительных органов Абхазии, вообще у силовых ведомств, нет таких возможностей, развертывания которых позволило бы решить задачу ускоренно. Я думаю, они были неправильные и Мне просто режим непопулярные. подсказывает, что у нас совсем мало времени. Вот коротко каждый выскажется, вот, Стамур, По поводу... именно, да, по отношению с Грузией. В отношении с Грузией, для начала хотелось бы сказать по поводу Гальского района, что происходит в Гальском районе. Чтобы судить людей за то, что они пользуются какими-то средствами, которые продаются на той стороне, мы должны в первую очередь создать условия для того, чтобы людям не было интересно вообще туда суваться, так грубо скажу. Так как элементарный пример, любой товар, который возится с Российской Федерации, после того, как проедет все наше государство, то есть в Галле, в Гальском районе стоит намного дороже, чем в другом месте. Но при всем при этом никаких заработных плат, никакого труда. То есть люди то, что заработают, как бы на это живут. Чтобы нам судить людей, чтобы нам как-то пресекать эту контрабанду и все остальное, мы должны создать людям блага для того, чтобы они в первую очередь не имели интереса всего этого делать. Потом мы бы могли бы как-то, реагировать. Это было бы, как вы сказали, неправильно и вообще некомпетентно. Как-никак там много наших граждан. Спасибо, Гудиса. Если коротко, если говорить о товарах, то однозначно это контрабанда. И государство должно на это активно влиять. Жизненные процессы, это все понятно. Это контрабанда и точка. Как пресекать перевоз, незаконный перевоз товаров? Это точка. Что касается То есть вы не допускаете, что это можно пустить в легальное русло, Что касается например? лечения, я вам скажу, это наша государственная слабость. Нужно укреплять нашу внутреннюю, нашу медицину. У нас построены достаточно хороших комплексов медицинских. Нужно наших молодых специалистов сюда привлечь, их заинтересовать, добавить им зарплаты. Нам нужно внутри создавать
хорошие медицинские центры, чтобы люди никуда не уезжали. Вот и все. Спасибо, Ахра. Ну, мое мнение, сейчас говорите о товарах и контрабанде, и, к сожалению, вы знаете, было время, когда я не понимал вот эти первые выезды туда, и я первое время на самом деле от души ругал и не понимал, тем более людей, которые принимали активное участие в защите Отечества, и бывают сегодня такие случаи, когда орденоносцы и наши герои просто погибают, возвращаясь оттуда. Я не верю, во-первых, в чудо, это раз. Во-вторых, когда мы говорим о государстве и о государственных отношениях, моя очень такая простая, четкая политика в этом смысле. Если мы назвали себя государством, Грузия должна относиться к нам как к государству. И только после этого мы уже можем говорить о каких-то там передвижениях и каких-то товарных взаимоотношениях и обо всем остальном. Покуда они нас не признают, они просто заманивают нас к себе, больше ничего. Понятно. Спасибо большое, друзья. На этом основная часть нашей программы завершена, и мы переходим к завершающей части. Мы в прямом эфире, работаем уже почти час, и у нас вот в заключительной части у каждого из вас есть по 1 минуте для того, чтобы обратиться к своим избирателям. Ну что ж, Ахра Иванович, начнем с вас. Сначала Саверстаху. И Шутов. Хатырску Аджаба Дузбахо Янагзалак Апуш Разгым Хавайглар. Яхдырвает Алхрапа, а политика Таглазаща, Яхипи Амта, Шбу Яцахой Шопу. Аха Уртка, Хабстазара и Рухтаку. И Тышин Палан и Ахцарок. Дершакал из Херстаху в Лиге Яхаяхзидрю Заген, Авсвайглар, Шохшо, Ари, Вризам Тахтаглуб, Яха Ауатахараха, Убри Хашталан, Мамзарги Яха. Бри вот ваштах ил шарымаха шубыто иногзено шхыто шимоцека айгуры на шмичтва бри урна шанат голов вот ваштах шхочка шмата цубрир кепшу хочу скутсен высал офицерству обзеров за алат хайгамза и моим значит все-таки электорату, который не говорит на абхазском языке и не понимает абхазского языка, я хочу сказать только одно. Но очень коротко, потому что ваша минута уже истекла. Пардон. Я хочу пожелать им удачи, я хочу пожелать им веру в то, что этот парламент также будет набирать силу, как и тот первый, который я называл. И много ребят работали и в других парламентах последующих. И мне кажется, просто надо все-таки опять поверить в себя, что на них в первую очередь лежит ответственность за то, что будет завтра. Спасибо большое, Гудис Эдуардович, ваша минута. Уважаемые избиратели, спасибо вам большое. На протяжении этих дней я со многими из вас встречался, мы беседовали. Все, что вы мне говорили, я все это хорошо запомнил. Я хочу вам сказать следующее. Я не как кандидат в депутаты, не как общественный деятель, а как мужчина, по-мужски вам говорю. Все, что мы с вами обсуждали, все, что мы говорили, в случае моего избрания, я по-мужски буду делать. Если что-то у меня не получается, я открыто вам буду говорить. Сил моих не хватает, нужна ваша помощь. Мы не имеем права уставать, мы не имеем права падать духом. Все, что мы делаем ради детей и для наших детей. Поэтому, если мы будем все вместе, у нас все получится. Спасибо вам большое. Спасибо. Хочется поблагодарить в первую очередь наших избирателей, которые, несмотря на личные проблемы, несмотря на сложные ситуации внутри государства, не перестают принимать участие в строении нашей страны, нашего государства. Хотелось бы, чтобы каждый задумался, для себя поставил бы такой вопрос. Пошел бы я в парламент, чего бы я хотел, над чем бы я работал. И вот вам ответ. Именно поэтому иду и я туда. У меня нет никакой партии. Моя партия – это народ, моя партия – это вы. Мои интересы – интересы Республики Абхазия. Терпение, не переставайте верить. Надеемся, все изменится к лучшему. Спасибо большое. Тенгиз Шотович, ваша заключительная минута. Я хотел бы обратиться к избирателям. К сожалению, в последнее время очень часто мы слышим, что многие люди не хотят идти на выборы. Я хочу сказать, что вообще процесс строительства государства
его развитие очень сложный процесс. Не всегда бывают взлеты, иногда бывают и тяжелые моменты. Но очень много в будущем государства зависит прежде всего от его народа. Один раз за 5 лет у вас есть возможность проявить свою власть, принять активное участие, прямое непосредственное участие в строительстве этого государства. Я очень прошу вас, всех наших избирателей, неважно за кого проголосуете в нашем округе, все кандидаты достойные люди. Я уверен, что кто бы ни победил, победа будет общей для всех нас. Обязательно придите на выборы, не сидите дома. И примите правильное, взвешенное и мудрое решение. Голосуйте не за кандидата, голосуйте за будущее, за свое будущее и за будущее своих детей. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Спасибо, что пришли к нам на прямой эфир. Я желаю вам всем удачи в избирательной кампании. Спасибо. حتى كوحتي لخبشتشا وخبيلا حيفير شاشة حيفير كوا خرق شوب شوري حري حيتيك شويت وتشو يجيك ساترزن أبزيرز.